Минувшим воскресеньем в Березовой роще поселка Мирный развернулся главный татарский национальный праздник Сабантуй. С утра здесь начали работу сельские подворья районов Татарстана. Также посетителей ждали мастер-классы, конкурсы, национальные соревнования, интерактивные площадки, народные игры и забавы. Более 500 рабочих подготовили 11 подворий районов Татарстана. Для гостей праздника работают 50 ремесленников и более 500 фольклорных ансамблей районов. Кукмарский район также подготовил для гостей праздника интересную программу. Первым подворьем, который посетила делегация руководства во главе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, было кукмарское хозяйство, где они осмотрели продукцию и работу ведущих предприятий района. На Казанский Сабантуй я приезжаю уже 20-й год. С этой выставкой мы ездили даже в Казахстан. Татарский народ активно занимается скотоводством и земледелием, а в свободное время создает живописные вышивки, ручные изделия. Девушки в национальных костюмах угощали пришедших баурсаком, чак-чаком и караваем, а из подворья доносились приятные слуху татарские мотивы. Я люблю Казань, я люблю Сабантуй. Это мюзикл, танцевать, это культура, это очень красивая, да? Гости отметили, что здесь можно познакомиться с культурой проживающих народов на территории Татарстана. Не все они имеют возможность выезжать в деревни, а тут представлен весь наш колорит. Посещая эти подворья, я вспоминаю свое детство и село. В них отражена вся наша национальная культура. Мне уже 81, но тем не менее посещаю его каждый год. Без этого праздника чувствую себя неполноценно. За это время он претерпел много изменений, и это неплохо. Он все равно сохранил свой национальный колорит и дарит такие же эмоции, как много десятилетий назад. Помимо ярмарок, народных забав и вкусных угощений, на Центральном Майдане проходил концерт с участием лучших танцевальных и вокальных коллективов со всей республики, а также театрализованные представления. В этом году тема была посвящена старинному татарскому обычаю посиделкам Аулак-Уй. Руслан Мубаракшин, Марат Сабирзянов, Новости Татарстана.